Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурлева. И Максим Гоголев. Сегодня среда, 27 ноября. Отличный день! День морской пехоты отмечается 27 ноября в соответствии с приказом главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации 433 от 19 декабря 1995 года. В память указа Петра I о создании первого в России полка морских солдат издано 27 ноября 705 года. Первыми в 1664 году пехотинцы были англичане, ну а потом русская армия в 1998 году специальная команда морской пехоты была сформирована из корабля «Орел». А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведами Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота. Ну а еще сегодня свой профессиональный праздник отмечают оценщики России. Эта профессия взяла свое начало еще в 9 или 10 веке. Тогда к услугам оценщиков стали прибегать при продаже земель. В конце 18 века у оценщиков появились первые учебные заведения. Ну а свод нормативов и правил был принят в 20 веке. Поздравляем вас с профессиональным праздником! Также хотим сказать, если у вас сегодня какая-то знаменательная дата, или вы просто хотите передать кому-нибудь привет, в прямом эфире можете это сделать по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Итак, давай немножко проанонсируем, какие темы, с какими что темами вас сегодня ждет, друзья? Мы сегодня поговорим о заведующем отделением ЛОР, так как им исполнилось 70 лет. Также такая интересная тема – местные кадры в промышленности, тоже очень актуально, в принципе. Да, те, кто ищет работу, интересно И будет. узнаем, что такое банкротство физлица. Не дай бог, конечно, но, возможно, для вас это актуально. Да. А сейчас давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 38, минус 40, днем минус 24, минус 32, Заречье минус 40, минус 45, днем минус 32, минус 40. Южные Улусы минус 32, минус 33, днем минус 20, минус 24. Вилюйские Улусы минус 30, минус 32, днем минус 18, минус 22. Нижнеленские Улусы минус 34, минус 42, днем минус 26, минус 32. Западные Улусы минус 26, минус 29, днем минус 17, минус 20. Колымо-Индигирские Улусы минус 20, минус 47, днем минус 20, минус 44. Янские Улусы минус 45, минус 52, днем минус 37, минус 42. Северо-западные Улусы минус 25, минус 29, минус 17, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 27, минус 29 градусов. Ну что ж, друзья, немножко потеплело. Мы хотим напомнить вам, что мы сейчас принимаем письма с линии фронта, которые ваши близкие деды писали в 41-45 годах. Компания НВК «Саха» готовит специальный проект, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Так что вы можете направлять свои письма к нам на электронную почту utro.nvk@mail.ru или приносить прямиком в редакцию по адресу Якутск, Орджоникидзе, 48, кабинет 201. Но сейчас, Максим... Да, мы бы хотели пригласить специального гостя на утреннюю зарядку. Ну что ж, отойду, не буду мешать. Василий, доброе утро. Доброе утро. С нами Василий Румянцев. Он мастер спорта по настольному теннису Российской Федерации. Так, Василий Румянцев. С чего начать утро, с каких упражнений? Ну, как обычно, утро начинаем с головы до ног. Да, давайте это продемонстрируем нашим телезрителям. Так, начинаем с головы, круговые обращения головы влево и вправо. Раз, влево и вправо. 3, 4, в другую сторону. Раз, два, 3, 4, еще раз. Раз, два, в какую сторону? 3, 4, раз, два, 3, закончили. Начинаем махи руками вперед и назад. Раз, два. А вот что дает вот эти махи руками?
У нас в настольном теннисе, например, в основном работают плечи, Мгм. и, ну, у кого левая рука, у кого правая рука. Мгм. Вообще, перед игрой, перед тренировкой надо обязательно размять плечи и руки. Мгм. Да. Сейчас рывки руками. Вот такой раз, два, три, Наверное, у 4. теннисистов совсем Раз, не бывает два, боли в спине и три, хондроза, да? Да, кстати. Раз, да, два, три, Было время, я тоже 4, увлекался настольным раз, теннисом. два. Такая динамичная игра, очень просто. Кончили. Мне кажется, она азартная, Да, как вообще карты, очень да? сильно. И у нас в основном в настольном теннисе работает корпус, вот, так, Мгм, вот такое да. движение делаем. Поэтому обязательно разминаем тоже вот таким Мгм. движением корпус. Раз, два, Ну, три, не зря же раньше на 4. предприятиях в Раз, холлах стояли два. эти столы, да? Да. Вместо 4. того, чтобы булочки жевать в обеденный перерыв, пойти и поиграть с удовольствием. Раз, два, три. Боковые Кончили. мышцы живота, да, это получается? Растягивать. Еще делаем такое же упражнение, но рук выпрямит. Ага. Такой. Раз, два, Тут три, растет 4. амплитуда, да, Да. движения? два, три, Ой. 4. Раз, два, три. Закончили. Мгм. И круговые вращения тазобедренного сустава. Мгм. Раз, два, три, 4. Раз, Ну, вообще, разминка же это для Три. того, чтобы с 4. места в карьер не начать заниматься, не потянуть что-то, да? Ну Да. да. Без разминка разминки нельзя. Ага, чтобы не потянуть, не получить травму, обязательно надо делать разминку перед Мгм. тренировкой и перед соревнованием. Ну, еще времени предостаточно у нас. И телезрители тоже просто так не сидите, вы тоже можете повторять эти Ага. движения. И у Да, нас не очень трудозатратно. в настольном теннисе тоже работает у нас кисть, поэтому Мгм. обязательно разминаем кисть. Мгм. Раз, два, три, 4. Мгм. Раз, два, три, 4. Мгм. В другую сторону. Раз, Так. два, 4. Раз, два, три. Кончили. Ну, вообще, очень много людей избегают вот разминку, да? Да, Они считают, что это не важно. ну, Перед это тренировкой, там, допустим, разомнуться, у нас тренировка разогреть. самое главное. Мгм. Хорошо размять все мышцы, быть Мгм. готовым к тренировке. Да. И вот такое упражнение для кисти вот только делаем. Такое Мгм. упражнение. О, точно. Тянем. В другую сторону тянем. Ну, кисти, они должны быть очень эластичные, да, Эластичными. А в настольном теннисе тоже кисть работает очень хорошо, работать должна. В школе, по-моему, мы так делали, типа, доходит ли твой большой палец до вот предплечья. А еще на ладонях очень много активных точек. Мне кажется, когда вот так вот разминаете, Мгм. вообще весь организм просыпается. Ну да. И у нас тоже в настольном теннисе работают ноги, Мгм. двигаются там, поэтому Мгм. обязательно должны делать растяжки. Мгм. Выпады вперед. Так. Такое упражнение. Раз, два, три, 4. Дорогие телезрители, два, если вы сейчас Закончили. пытаетесь повторить вот это упражнение, Ногу поменяли. пожалуйста, будьте поаккуратнее. два, Все-таки оно, Три, да, раз. в лучшем случае вы можете, наверное, упасть, Кончили. если вы не подготовлены. Да. Но в случае, если у вас больные колени, стоит действительно быть аккуратнее. Мгм. И вот Так. такое же упражнение. Мгм. Тянем одну ногу рукой, чтобы вот эти вот мышцы Ага. были согреты, растянуты. Ну, здесь точно нужно найти баланс. Кончили. Ногу поменяли. Раз, всё. Так. И на этом все? И Или что-то еще осталось? еще такое упражнение. Разомнуть? Ноги шире плеч Мгм. и тянемся к полу. Мгм. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3, 4. Максим, ты сегодня не разминался дома, я вижу. Да. Всё, закончили. Хорошо. Василий, большое спасибо. Я прям просто проснулся, и надеюсь, вы тоже повторяли эти упражнения и проснулись вместе с нами. Ну все, Василий, До свидания. спасибо большое.
Ну что ж, вот такая замечательная легкая разминка. Я надеюсь, вы не поленились и повторили за ребятами. И сейчас полны сил и, скажем так, даже хороших эмоций. Но мы продолжаем наш эфир. В эти дни в библиотеке Якутии представлена выставка к столетию Сметанина Тимофея Егоровича, поэта, прозаика, драматурга, участника Великой Отечественной войны. Помимо того, что его произведения очень популярны, они также вошли в электронную подборку Национальной библиотеки. Давайте посмотрим. Якутский писатель, поэт, драматург Тимофей Егорович Сметанин во время войны принимал участие в легендарном сражении на Орловско-Курской дуге. Был связистом. В короткие передышки между боями солдат из Якутии писал стихи, в которых зримо предстают тяжелые фронтовые будни. В данной выставке представлены первые книги Тимофея Сметанина, а также его произведения, которые уже печатаются в наше время. Тимофей Сметанин известен нам как детский писатель. Его рассказы и сказки мы все читали с детства. Это сказки Кюрегей, Михаил Чамбольчут Кепсианнере, Косколонкота и другие. В 1942 году его призвали в ряды Красной армии защитить нашу родину. Вершиной творческого пути для Тимофея Сметанина были послевоенные годы. Книга стихов военных лет, написанные в сырых землянках, в боевых буднях под названием «Сердце солдата», полюбились читателям. Все мы с детства помним произведение Тимофея Егоровича Сметанина «Егор Черин». Егор Черин – это рассказ о веселом и находчивом парне-солдате. Повесть Егор Черин автор посвятил детям. Она начинается в виде письма младшему брату и сестре. Форма произведения, его адресация детям позволила автору писать о серьезном с легким юмором. В Великой Отечественной войне приняли участие 25 якутских писателей. И к 60-летию Великой Победы народный писатель Семен Андреевич Попов Тумат выпустил вот такой сборник в дань благодарности нашим фронтовикам. И также в этот сборник вошли произведения Тимофея Сметанина. Также произведения писателя вошли в электронную подборку Национальной библиотеки. В подборку Тимофей Сметанин «Сердце солдата» вошла и литература о его жизни и деятельности. До 29 ноября этого года действует акция, то есть на эту электронную подборку доступ для всех пользователей интернета бесплатный и в полнотекстовом объеме. То есть каждый читатель может зайти и посмотреть, прочитать любую книгу из этой электронной подборки. Далее она будет доступна для всех зарегистрированных пользователей. Это 25 книг о Тимофее Сметанине, его произведения. Ранее смерть прервала работу Тимофея Сметанина над произведением «Волны Лены», а оставленная часть привлекает внимание читателей. Наталья Колесова, Андрей Секретов. Новый день. Каждый сейчас уже подсознательно готовится к Новому году. Ну а как ты, Женя, готовишься? Женщины готовятся не подсознательно, уже активно. У нас в плане и составление блюд на новогодний стол, и закупка подарков, и, естественно, генеральная уборка. У нас мужчин это обходит. Ага, счастливчики. Очень хорошо. Смотри, Максим, сегодня хочу поделиться своим лайфхаком о том, как безболезненно убрать дом к Новому году, потому что у нас и кухня, и ванная, и зал, и детская, и спальня, и у кого-то кладовки есть, да? Как распланировать оставшиеся 4 недели так, чтобы в последнюю неделю вот в этом состоянии не носиться по дому, хватаясь то за одно, то за другое. Эту систему я внедрила в своем собственном доме буквально вот месяца 3 назад. Она, во-первых, включает в себя 3 первых главных пункта. Первое – расхламление. Выберите комнату, например, сегодня я расхламляю зал, и соберите с нее как минимум 30 ненужных вещей. Сломанные игрушки, бумажки, ненужные документы, что-то старое. Все собираем и безжалостно выкидываем. Максим, ты удивишься, это можно делать каждую неделю. Каждую неделю образуются ненужные вещи. Потом, собственно, уборка. Протереть пыль, помыть полы, что-то, да, разложить вещи по-правильному. И обязательно для всей семьи вести правила. А теперь каждый убирает в этой комнате. Ты убираешь игрушки, папа убирает диски и так далее. Рассмотрим на примере кухни, как можно сделать. Например, мы выкидываем ненужное всей семьей.
сюда входят просроченные продукты. Наверняка вы их найдете в шкафах. Какие-то поломанные, может быть, инструменты. Там не нужно. То, что не нужно. Да? Чем не пользовались больше, чем... Что типа могло бы понадобиться. Да, не вот надо. такие Купите другой в любом случае, а это так и будет лежать. Затем распланируем. Например, на этой неделе в течение 15 минут мы моем плиту, холодильник или фасады. Хватит, да? На следующей неделе мы отмываем микроволновку, фартук, который спереди, еще через неделю чайник, и каждый день, каждый раз мы моем полы. И вот на примере кухни это можно применить к каждой комнате в вашем доме. Буквально понедельник кухня, вторник спальня и так далее. К Новому году у вас, друзья, все будет блистать. Отличный лайфхак, дорогие телезрители. Я надеюсь, это было очень полезно, и вы обязательно ее используете. Ну, канун Нового года все равно, да, подсознательно или уже сознательно идет. И хочется праздника. Некоторые, да, хотят праздника, хотят танцевать. А нашим детям, которые будут в следующем сюжете, это уже не надо. Они уже вовсю занимаются и выступают со своими танцами. Давайте посмотрим. Впервые на паркете уверенно кружились в медленном вальсе. Следом станцевали энергичная ча-ча-ча самые юные спортсмены по спортивным бальным танцам. Так начался рейтинговый турнир города Якутск «Зимний фокстрот-2019». В просторном и светлом манеже ЕГСХ на праздник спорта собралось 150 участников из 7 клубов. В этом году сезон начался с нововведений. Так, организаторами турнира приглашен из Москвы автор программы «Skating System» Владимир Сучков. Предложил эту программу организаторам, полностью автономная, она очень удобная. И, ну, вот, в принципе, 2 паркета в одно лицо, я считаю, очень без проблем. Собственно, вот могу отлучиться от работы. Вот. Ну и, собственно, надеюсь, что она поможет организаторам получить большую независимость от местных счетных комиссий и что турниры будут проходить на высоком уровне. Михаил Каратаев один воспитывает 2 детей. Дочь Настю привел в танцевальный клуб. Считает бальные танцы красивым и хорошим спортом. Михаил на турнирах сам делает прически дочери, а по просьбе мам причесывает и других детей. Моя дочка занимается уже 3-й год. Какие изменения вы замечаете за эти 3 года? Как спортсмен, осанка, подтяжность и красота. Яркими звездочками турнира стали Таисия Алексеева и Артур Федоров. Юным спортсменам по 10 и 12 лет. Занимаются танцами уже 4-й год. Их яркое выступление заслуженно оценили зрители бурными аплодисментами. Судьи – медалями, кубками и дипломами. Турнир прошел на одном дыхании. Участники получили дипломы, медали и кубки нашли своих хозяев. В планах организаторов дальнейшая совместная работа с московским программистом Владимиром Сучковым по разработке онлайн-регистрации всех участников. Также в будущем совместные авторские проекты. Тема нашего первого разговора – ваш юрист. И у нас в гостях Нургюн Ефремов, руководитель якутского филиала «Кредитный юрист». Доброе утро.
Ну и так расскажите, что такое процедура банкротства физлица? Процедура банкротства физического лица, во-первых, регулируется федеральным законом номер 127. Особенно это 10 глава, да, касается. То есть она вступила в силу 1 октября 2015 года. То есть, если проще говоря, данный закон позволяет списать задолженности по кредитам, по налогам, по ЖКХ. Это в каком размере должны быть такие задолженности и... Не знаю, в Какие каких критерии, случаях? да, должны быть, критерии. чтобы Есть 3 критерия. А если я 2 месяца не оплачивала свет, то тоже, да? Есть 3 основных критерия. То есть общая сумма задолженности должна быть более 500 тысяч рублей, просрочка более 90 суток или более 3 месяцев, да, и неплатежеспособность. То есть либо отсутствие дохода, либо доход недостаточный для погашения кредитов. Хорошо. Ну а как же вот, я знаю, что есть в банках реструктуризация, да, то есть можно собрать вот все, скажем так, кредиты и как-то их реструктуризировать в один. Это возможно. А так нельзя сделать раз? Это возможно. То есть, но, как показывает практика, банки не всегда идут навстречу клиенту. То есть не всегда одобряют. Вот. Вообще я не призываю людей там не платить кредиты, да, то есть кредиты нужно оплачивать. Но если сложилась такая ситуация жизненная, да, трудная финансовая ситуация, и вы подходите по этим 3 признакам, то вы можете рассмотреть вариант банкротства физических лиц. Ну вот как раз-таки тогда кому невыгодно получать? Да, кому стоит, кому не стоит. И какие подводные камни? Да, смотрите, получается, еще раз повторюсь, вот кому стоит, да, процедура банкротства, это вот если подходит по 3 признакам, не подходит тем людям, которые имеют судимости по экономическим преступлениям, не погашенные. Их просто не пропустят на эту процедуру. Да, им откажут в банкротстве. Либо если человек заведомо взял кредиты, чтобы их не возвращать. Это все проверяется в суде. А как это проверяется? Тут уж сразу, наверное, мошенники могут активизировать. Платежи, то есть должны быть платежи первоначально. Хотя бы полгода человек должен оплачивать. Да? Понятно, да. Хорошо. А с ипотекой какие отношения? С Я знаю, ипотекой что уже, там вообще очень сложно. С ипотекой уже сложнее, так как залоговая квартира присутствует, то есть ипотечная, да? Она находится в залоге у банка. Да, это если, залог. Да, если человек уже начинает процедуру банкротства, то банк претендует на эту квартиру. Даже если это единственное жилье, и там дети маленькие, все равно ее забирают. Такая уж практика у нас, к сожалению. Поэтому... Надо быть готовым к тому, что если все у вас настолько плохо, что вы даже реструктуризацию не можете пройти, и у вас ипотечная квартира, вот встали перед таким выбором, то готовьтесь, что у вас ее могут отобрать. Да? А если есть маленькие дети, иждивенцы и так далее? Нет даже поблажек к сожалению, таких? практика такая, что все равно забирают пока что. Законодатель над этим как бы работает. Практика есть, но она такая единичная. Вот, то есть в большинстве случаев забирают. Но это как бы не процедура банкротства, я так понял, да? Это просто банк отнимает недвижимость, не оформляя банкротство. Он может это забрать, да, без банкротства, но если вы сами реализуете процедуру банкротства, то вы имеете риск потерять квартиру. Но в любом случае я рекомендую консультироваться с юристами. Конечно. Можете к нам прийти, у нас консультация бесплатная, да? Потому что у нас были клиенты с ипотекой тоже. И им оставляли квартиру, да? Мы такие вопросы. Там есть определенные нюансы. То есть, если человек заемщик... Смотрите, если все-таки человек решился на процедуру банкротства, чем ему, скажем так, в кавычках это грозит в будущем? Ага, да, есть. Вот прошла я эту процедуру, фу, конечно, да. Вот я ее прошла, списали с меня эти долги, как бы все это закрыли в судебном порядке. А дальше что? Есть 3 таких последствия основных. Это, значит, вы 5 лет не сможете кредиты брать. Никакие? Да, то есть вы должны оповещать банк, что вы банкрот. Может, какой-то банк вам одобрит кредит. Такие случаи бывали. Вот. В течение 3 лет вы не сможете заниматься предпринимательской деятельностью и занимать руководящие должности. То есть быть руководителем юридического лица, директором. И 3-е, это вы не сможете повторно стать банкротом. В течение 5 только лет. один в течение раз, 5 лет. Так, и как долго длится процедура оформления? Вот добавлю, наверное, от себя. Вот те, скажем, закредитованные граждане, у которых проблемы с платежами, им же звонят сначала банки, потом, видимо, коллекторские какие-то агентства. Вот это вот, нервотрепка, наверное, да, люди проживают. И, допустим, вот они созревают к процедуре банкротства. Через какое время, скажем, у них наступает спокойная относительно жизнь? Я понял. Вообще процедура в среднем длится около года. То есть достаточно длительная процедура, плюс-минус, зависит от ситуации. Звонки, давление коллекторов прекращаются после первого судебного заседания в арбитражном суде. То есть выходит определение суда,
Мы делаем рассылку всем кредиторам, коллекторам. Они после этого уже перестают звонить, потому что смысла нет уже тратить Когда время. последний волос посидеет. Но нам Как сейчас еще говорится. покажут в кадре список документов, которые необходимы, чтобы обратиться к вам. То есть с каким Кстати, пакетом да. документов я должна к вам прийти. То есть после 3 месяцев вы беретесь на рассмотрение этого дела, да? Ну, да, ну вообще я рекомендую людям заранее подходить на консультацию. Консультация Ну да. все-таки бесплатная, Мгм. потому что обычно люди приходят уже на стадии, когда их судебные пристава арестовывают имущество, Ну да, арестовывают конечно. А это поздно? доходы. Нет, это не поздно, то есть там тоже можно работать, но уже сложнее. То Ну, есть куда самому клиенту. конструктивнее будет заранее Да. подойти, да, чтобы знать, что у тебя, какие Да. шансы возможны. Вначале, то есть попытаться решить с банком проблему самостоятельно, там написать заявление о реструктуризации. Если банк откажет, уже можно... Это обязательный этап, то есть нужно обратиться сначала в Ну, банк и всегда постараться нужно, да, договориться, лучше да? всегда договариваться Тогда сначала. будет легче пройти, не дай бог, конечно, Ну, процедуру банкротства, да? Это не особо влияет, это просто для человека самому лучше вначале. Ага. Потому что лучше платить быть все вообще равно. юридически подкованным, Ну, это, да. конечно, лучше всего. Ну, видимо, можно будет решить. У меня вот такой вопрос. Самая большая списанная сумма за вашу стек? Да, это, конечно. Ну, вы фамилии, имена не называйте, но все-таки сколько вам удалось, на какую сумму вам удалось решить Ну, вопрос? был клиент уже завершенный, 15 миллионов рублей. Боже, 15 лям. кто же дал столько кредитов? Ну, Сколько телефонов набрали, да? но это бывший предприниматель. так Ага. скажем. А, то есть, подождите, и банкротство Ну, не и- только физлиц получается? Нет, бывший предприниматель. То есть уже Ага. статуса предпринимателя не имеет человек, но долги, потому что предприниматель отвечает своим имуществом, доходом по Мгм. долгам. То есть Мгм. это в случае, если индивидуальный предприниматель. Хорошо. Смотрите, Нюргун, насколько, вот дайте оценку, конечно, да, хочется как специалиста, да, услышать, насколько закредитовано, скажем, население, насколько население неграмотно и как часто случается такая вот необходимость, что к вам приходят эти клиенты. Загружены практикой? Да, Много да, клиентов? очень много клиентов, которые изначально, то есть неправильно пользуются кредитами, неправильно берут их. То есть Мгм. нужно как-то повышать такую грамотность вообще у населения. Кстати, у меня вот есть YouTube-канал, где я рассказываю как раз про эти вещи. То есть, Мгм. Как вас найти? а, Куда что мы вбиваем в Ютубе? называется канал «Кредитный юрист Нюргун Ефремов». Ага, Мгм. хорошо. Можете То есть, так. если у кого-то остаются какие-то вопросы, можно туда зайти Да, и да, да. пересмотреть видео. Ну, если коротко, да, как вот правильно взять кредит, скажем так? Какие критерии, Ой, что ну, должен... По-моему, не проблема взять кредит сейчас. Вот именно что правильно, потому что взять кредит проще всего. Да. Ну, в первую очередь нужно обращаться в те банки, в которых просят больше документов. То есть есть банки, которые по одному паспорту только выдают, Мгм. соответственно, у них изначально уже плохой кредитный портфель. То есть у Мгм. них много просрочников, и, соответственно, они за счет этого повышают процентные ставки. То есть у них невыгодные проценты. Да, Вы будете слишком дополнительные переплачивать. услуги, там, страховки, финансовая Мгм. защита различные. То есть вы Ну, как будете бывает, да, переплачивать. интересно? Будете переплачивать. Ну и, соответственно, нужно читать договор всегда, особенно то, что мелким шрифтом пишется. Мгм. И всегда можете отказаться от договора. То есть в течение 14 дней вы можете подумать, А и вот про это отказаться. я не слышала. отказаться от страховки. Вот, можете... Кстати, от страховки, да, не все, в некоторых случаях я слышала, говорят, ну если вы не берете у нас страховку, мы не выдадим Да. вам кредит. Это незаконно. Это незаконно. К сожалению, банки все это делают. Мгм. Ну вот законодатель нам сейчас предоставил такую возможность в течение 14 дней отказаться от Мгм. страховки. Хорошо, Нюргун. Ну и в конце нашей беседы давайте напомним буквально 3 пункта. У меня проблемы, допустим, с кредитами. Что я делаю? Обращаюсь к вам. Да, да, обращайтесь к юристам, можете к нам, у нас консультация бесплатная. То есть Мгм. человек приходит, бесплатно получает информацию, то есть знания определенные, и уже потом в дальнейшем решает, что ему делать. Ну все Да, решаем. Нюргун, Да. большое спасибо, что подошли. Действительно, очень интересная тема. Надеюсь, кому-то это было очень полезно. А мы переходим на перерыв. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Сегодня среда, 27 ноября. С вами Максим Гоголев. И Евгения Гурлева. Программа «Новый день». И к нам пришло одно сообщение по WhatsApp. Доброе утро, НВК. То есть, в частности, нас. Да, поздоровались с нами. Всем большой привет от Буровой 3 Верховья Молода. Всем хорошего дня, веселого настроения. Коллегам Буровой 3, Буровой 4, Буровой 7. Хорошей работы пожелали. Вот прям чувствуется, люди с огоньком работают. Да, здорово. Итак, далее у нас новости. Давайте посмотрим, что ждет нас сегодня.
эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Водолазы извлекли тела погибших на переправе Хатасы-Павловск в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. Ранее мы передавали, что в утонувшей на переправе машине находилось трое. Одному удалось спастись. Переправа временно закрыта. Информация о возобновлении движения будет дана позже. Предварительной причиной провала грузовика стало превышение допустимо разрешимой массы автомобиля. Вес провалившегося грузовика превышал 5 тонн при допустимых 3 тоннах. Дальневосточным рыбакам разрешили использовать жаберную сеть для ловли. Новые правила вступают в силу 1 января 2020 года. Жаберной называется одностенная сеть, в ячейку которой рыба входит головой, а обратно из-за расширения жабр выйти не может. Использование таких сетей в России запрещено. Они считаются варварским инструментом. Однако исключение сделано для жителей северных территорий. Правительство России определило несколько правил. Например, ловить рыбу сетями только для личных нужд и только учтенными и маркированными сетями. Для этого жителям Якутии заранее необходимо подать заявку для получения номера в МФЦ или же в Ленское территориальное управление по рыболовству. По результатам рассмотрения заявления установленные сроки будут присвоен порядковый номер реестровый и маркировку гражданин должен сделать сам непосредственно у себя. И там должны быть прописаны и ФИО, и ИНН, и адреса там, и этот реестровый номер. Работы над проектом моста в Якутии через реку Лену могут начаться в первом квартале 2020 года. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в Совете Федерации. Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов – железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. В Ленске продолжается уборка снега с проезжей части и тротуаров. Контракт подрядной организации, обслуживающей весь центр и микрорайоны Мухтуя, Чанчик и Северный, заключен до конца следующего года. Сумма и объемы работ документально не меняются, а вот номинально напротив. В этом году добавились тротуарные дорожки, и количество осадков не бывает стабильно одинаковым. Но в начале этой зимы, как отмечает подрядчик, количество выпавшего снега несколько меньше. Парк подрядчика насчитывает 14 единиц снегоуборочной техники, так что качество и своевременность уборки снега не приходится волноваться. Техники, да, достаточно, в принципе, грейдера, посыпалки, мини-техника для уборки тротуаров. Также бегает техника, у нас убирает дороги, идет отсыпка и так далее. Как бы все идет в стартовом плановом режиме. России не грозит отстранение от проведения Евро-2020. Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации Комитета Всемирного антидопингового агентства на него не распространяются. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, в том числе и Санкт-Петербурге. Напомню, в понедельник стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА несоответствующим кодексу организации и запретить проводить международные турниры на территории страны. Оставайтесь с нами, впереди еще много полезной информации. Доброе утро, друзья! Программа «Новый день» продолжает свой эфир. Буквально на днях мы говорили о портале «Работа России», да, и мы продолжаем тему трудоустройства и кадров в Якутии. Сегодня у нас в гостях Анастасия Позднякова, руководитель отдела по взаимодействию с работодателями и трудовой миграции Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения. Анастасия, да, первый главный вопрос, наверное, да, в рамках приоритетного проекта Республики Саха-Якутия «Местные кадры в промышленности» в течение года главой республики поручено трудоустроить в промышленные предприятия республики более 7 тысяч граждан. Да? И вот сейчас, на данный момент, насколько удалось выполнить план? Какая ситуация? Доброе утро. Действительно, эта работа уже 3-й год ведется, и в этом году поставлен план, задачи, да, на 7,5 тысяч человек. И у нас на сегодня есть результаты по итогам 9 месяцев. В проекте участвуют 25 компаний на сегодня, и
в этих компаниях трудоустроено более 6 тысяч человек. Ну и в том числе, значит, молодые граждане до 30 лет. Это Ну, уже 2,5. 6 тысяч человек трудоустроено. Ну да. Ну, молодежь 2500 человек, и сельское население около 1400 человек. Здорово. А И вообще вопрос, насколько промышленные компании готовы принимать местных кадров? Да, ну вот глава сказал надо, а насколько Требуется у самих организаций есть спрос? Ну, вообще промышленные компании ведут открытую кадровую политику, да, и активно ведут работу и с органами власти, и с местным самоуправлением, да, по трудоустройству местных кадров. В октябре вот буквально прошла проверка администрации главы правительства на предмет реализации проекта в целом, да, и были выездные проверки в компании, в 5 районах были. Это Алданский, Нерюнгринский, Мирнинский, Аймиконский, и компании здесь города Якутска проверяли. Ну, в принципе, те цифры, которые мы ежегодно говорим в рамках реализации проекта, они подтверждаются. И, значит, компании отмечают в целом, ну, можно сказать, невысокое качество профобучения этих выпускников, то есть подготовку, да, кадров, и, значит, отмечает, что испытывают трудности местные кадры в адаптации, ну, на рабочем месте. Ну, условия трудные, понятно, да, промышленности. В основном рабочие кадры требуются, как машинисты бульдозеров, автогрейдеров, специальной техники, да, буровой техники, да. Поэтому, ну, требуются в основном, конечно, опытные люди, а местные кадры, ну, если они раньше не работали ни в каких промышленных предприятиях, то имеют опыт, допустим, у себя, как говорится, в деревне они работали на том же бульдозере в ЖКХ, да, а горное дело это совершенно другое, как бы, русло. Ну, и поэтому мы, значит, обучаем людей, переобучаем, помогаем получить дополнительные разряды, квалификации, и потом уже, значит, проводим работу, беседу активно с компаниями. Кроме этого, да? Ну, кроме этого, у нас есть, значит, мероприятия по стажировке молодых специалистов, то есть с государственным бюджетом мы субсидируем работодателей на выплату заработной платы молодым специалистам и доплату наставникам. А вот какие профессии сейчас более востребованы? Ну вот я сказала, да, рабочие профессии это водители разных категорий, бульдозеристы, водители этих категории С. Категории С, да. Ну вот горнорабочие, электрослесари, слесари КПА и так далее. Если у меня есть какое-то, может быть, ну, базовое образование, но не хватает квалификации, куда мне пойти, куда обратиться, чтобы, ну, иметь возможность доучиться и стать конкурентоспособной? Ну, в каждом районе у нас есть центры занятости. И любой человек, если он не занятый, и не обязательно, чтобы он состоял на учете в центре занятости как безработный, если он не имеет доходов и не имеет официального трудоустройства, то он может перейти в центр занятости и написать заявление, что он хочет, например, получить образование новое, ну, курсы, подготовительные курсы, или повысить свой разряд. Тогда мы, значит, его документы рассматриваем, направляем на профобучение, потом уже, значит, отрабатываем с компаниями по его трудоустройству. Вы ранее сказали, что есть некие персоны-наставники, да? Вот что это за люди? Ну, наставничество – это те работники компании, которые уже имеют опыт работы и, допустим, на каком-нибудь фронте рабочем, это цех или это, ну, бригада рабочая, да, молодой специалист, который переходит, он не имеет опыта работы, и этот наставник должен, ну, не должен, он его сопровождает, ему показывает. Это нововведение, как бы, да? Получается? Ну, наставничество, на самом деле, оно есть и было, особенно это было, значит, в советское время, как бы практиковалось, да, когда молодые люди приходят на работу, их сопровождают, ну, старшие, как говорится, коллеги, направляют, указывают на ошибки, подчеркивают Ну да, успехи, ну, просто да? сейчас, да, по опыту работы я это могу сказать, да,
Обычно человека просто бросают в огонь и в воду. Да, чтобы он сам быстрее научился. Но действительно, как человеку хочется Ну хорошо, что наставника. ситуация меняется. Ну, в промышленности эта техника, ну, как бы она сложная и дорогостоящая, и молодой специалист, допустим, неправильным своим каким-нибудь движением, не знаю, там, функциями, да, своими неправильно, и техника ломается. Чтобы избежать этого, Поэтому, да, избежать, и чтобы человек быстрее освоил свою профессию, как говорится, на месте. Ну, какое дальнейшее развитие, да, вот этого движения, да? Местные кадры в да, промышленности. какие да. перспективы? Ну, Какое будущее? перспективы проекта – это расширение отраслей сферы деятельности, да, экономики. Мы, значит, со следующего года планируем охватить такие сферы экономики, как строительство, транспорт, дорожное хозяйство и энергетику. Потому что, как показывает прогноз потребностей в кадрах до 2025 года, именно в эти отрасли требуются нам дополнительные, ну, кадровые ресурсы. Усилиться, да? Да. Ну, это замечательно, что правительство и что обращает наконец на эту проблему внимание. Анастасия, как вы думаете, через 10 лет выпускники средних специальных заведений все будут как пирожки расходиться? Ну, Вот систему обучения тоже нужно как-то подтянуть, да? Ну да, система профподготовки, профобучения, образования в целом, да, конечно, он должен быть нацелен на потребность кадров. Конечно. Поэтому не обучать тех же, как уже много раз об этом говорили, да, что очередных экономистов, юристов и так далее, а вот именно обучать, чтобы люди нашли себя профессии востребованных на рынке труда, и чтобы их как бы не оказаться на улице, чтобы они могли быть трудоустроенными, нужно обучать тем кадрам, которые нам нужны. Да, ну в любом случае ведется мониторинг, скорее всего, да, какие кадры нужны. Да, и если кто-то собирается учиться, тоже смотрите, какие кадры востребованы. Обязательно, да. Спасибо, Особенно, Анастасия, да, что пришли. Вам особенно хорошего актуально дня. для родителей и детей. Спасибо. Спасибо, что пришли. Ну а мы переходим на небольшую паузу. Не переключайтесь, после тоже будут интересные гости. Еще раз здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире вы смотрите передачу «Новый день». Вместе Да, с нами. друзья, Новый год все ближе и ближе, и хочется вам посоветовать попытать счастье и сделать приятное одновременно своим близким. Можно подарить своим близким вот такие замечательные магнитики-обереги с пожеланием харысхал. счастья, здоровья, да, вот такие харысхалы. И одновременно поучаствовать в лотерее. У нас какие там призы, Максим? Ну, призы вообще замечательные, допустим, а один из самых основных призов – это Hyundai Solaris. Мечта. Да. Покупаете магнитики, делаете приятно близким и, возможно, выигрываете машину и не только. Конечно. А сейчас мы бы хотели напомнить вам, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 38, минус 40, днем минус 24, минус 32. Заречье минус 40, минус 45, днем минус 32, минус 40. Южные Улусы минус 32, минус 33, днем минус 20, минус 24. Вилюйские Улусы минус 30, минус 32, днем минус 18, минус 22. Нижнеленские Улусы минус 34, минус 42, днем минус 26, минус 32. Западные Улусы минус 25, минус 29, днем минус 17, минус 20. Колымо-Индигирские Улусы минус 20, минус 47, днем минус 20, минус 44. Янские Улусы минус 45, минус 52, днем минус 37, минус 42. Северо-западные Улусы минус 25, минус 29, днем минус 17, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 33 градуса, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 27, минус 29 градусов. Хандыкчанка Валентина Токарева, мать 4 детей, 6 внуков и 13 правнуков. Рано оставшись вдовой, она всю жизнь посвятила своим детям. В свои 87 Валентина Архиповна шьет, вяжет, вышивает, а еще танцует и поет. Она старейший участник танцевального ансамбля ветеранов «Надежда» поселка Хандыка. Давайте посмотрим.
В Якутию семья Токаревых переехала из Башкирии в 1967 году. В Хандыге супруг Александр устроился плотником в ПМК, а Валентина, не найдя работу по специальности в узле связи, пошла работать в ПМК фактуровщицей на склады. После смерти мужа в 1973 году Валентина Архиповна перешла работать кочегаром. Надо было поднимать детей, все 4 учились в школе. Так 15 лет она трудилась кочегаром, летом подрабатывая штукатуром-маляром, а после пенсии еще 5 лет проработала на стройке. Самое сложное в котельной было, вот когда чистка. Вот здесь жарко, и вот это дышать было. Газовый все равно, это после угля газ такой выдает. Вот это было. А вот загрузка идет лопатами. Мы уж как-то привыкли, и нам это было не тяжело загружать котлы. Дети выросли, все получили рабочие профессии. Валентина Архиповна, несмотря ни на какие невзгоды, сумела сохранить бодрость духа. Она и теперь в свои 87 лет задорно, энергично и другим советует не поддаваться унынию, быть добрыми и веселыми. Ей некогда скучать. На пенсии увлеклась вышиванием. Месяцы кропотливой работы, и из рук нашей героини выходят чудные картины, ажурные салфетки, которые она с любовью дарит близким. Жители Хандыги знают Валентину Архиповну Токареву, что называется, в лицо. Она уже 15 лет танцует в ансамбле ветеранов «Надежда». Объездила с гастролями весь Тампонский район и с выступлениями добралась даже до Китая. Бабушки-заюшки, стильные и стройные, деловые, модные, хороши собой. Бабушки-заюшки, молодые, знойные, бабушки, хоть сейчас плейбой. Бабушки, хоть сейчас плейбой. А движение, танцы – это жизнь наша. Движемся, значит, мы живем. Вот так. Так что танцы – это для меня все. Валентина Архиповна Токарева – любимая мама 4 детей, 6 внуков и 13 правнуков. Разве не это счастье, когда тебя любит столько людей? Мария Винокурова, Хандыга. Специально для программы «Новый день». Так попадает. Вот такая бодрая Валентина. Всем советую оставаться в таком же настроении. Ну а в нашем следующем сюжете вы увидите про ту читу, чья любовная история началась в начальных классах. Давайте посмотрим. Впервые они увидели друг друга еще детьми. У Анатолия Платоновича в памяти отпечаталась маленькая девочка. На тот момент ему было 8. Я помню, я почему-то запомнил, это был взгляд у меня, наверное, такой будущий. Я запомнил девочку, которая все время мерзла и грелась возле печки. И оказалось, это девочка вот, Светлана. А теперь они вдвоем сидят перед объективом камеры и рассказывают, как 36 лет идут рука об руку в любви и понимании. Став старше, Светлана и Анатолий стали встречаться. Вместе закончили Якутский государственный университет, отделение северной филологии. Оба являются учителями русского и венского языков. Причем в сферу образования, можно сказать, попали случайно. Когда я заканчивал школу, я не хотел быть учителем. Потому что мой папа был учителем, мои сестры были учителями. Поэтому я видел этот труд, этот титанический труд. Ну а когда меня один раз пригласили в школу подменить учителя музыки, я туда вошел, я оттуда больше не вышел. Склонность работать с детьми в Светлане заметили уже после окончания ею школы в детском лагере. Со школьниками молодая девчушка, почти что их сверстница, сразу же нашла общий язык. А уже через год Светлану отправили на подготовительные курсы в Ленинград. Одна поехала, вообще никогда не выезжавшая даже сюда, в Якутск, поехала в Ленинград. Они на листочке самолета выйдешь, зайдешь в вокзал, туда все, карты нарисовали, каждую остановку написали, как доехать. И своим детишкам маленьким говорила, ну вот я приехала оттуда, вы тоже, когда вырастете, поедете. Я ими горжусь, они идут по моим стопам. И дальше даже. Они стали учеными. И дальше, да.
По стопам родителей пошла и их дочь Татьяна. Ныне она педагог дополнительного образования и преподаватель эвенского языка в школе. В семье Степановых все владеют 3 языками – русским, якутским и эвенским. Кстати, на последнем говорит мама Светланы Павловны Анна Ивановна. Ей 84, участница многих международных и российских выставок. Народная мастерица, живет с дочерью и зятем. В этом доме царит настоящая творческая атмосфера. Светлана Павловна и Анатолий Платонович – исполнители эвенских песен. А сам Анатолий Степанов – сын поэта и прозаика Платона Ламутского, автор 5 сборников стихов и рассказов. Но самое важное в жизни наших героев – это дети и внуки. В этом и заключается семейное счастье. Есть же пословица: первый ребенок – это последняя игрушка. Первый внук – это первый ребенок. Вот это действительно оказывается так. У нас 2 детей и 5 внуков. Мы богатая семья. Действительно, да. Тема нашего разговора – отделению ЛОР исполнилось 70 лет. У нас в гостях Иннокентий Александров, заведующий отделением оториноларинкологии РБ-2. Очень Доброе сложное утро. слово, но ничего. Да. Иннокентий, расскажите о вашем отделении. Ну, наше ЛОР-отделение, скажем так, это единственное специализированное отделение в республике. Оно рассчитано на 30 коек. Да, находится республиканская больница номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. И, соответственно, мы оказываем как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Но так как я уже сказал, что это единственное отделение, все-таки упор уходит на плановое оказание медицинской помощи. Но при этом не забываем, что это экстренная больница, и наши граждане нашей республики имеют возможность круглосуточно получить квалифицированную специализированную помощь. Ну, такой вопрос. А что, действительно так много проблем у людей с ушами? Ну, не только с ушами, конечно. Проблем очень много. Если уже мы будем углубляться, то, мне кажется, каждый человек сталкивался с проблемами ЛОР. Стоит провериться, да? Вообще, как складываются отношения отделения с наукой? То есть, кажется, с одной стороны, что это, наверное, несложные какие-то заболевания, но мы, слава богу, просто не знаем, да, весь фронт работы. Ну, наше отделение является клинической базой медицинского института, базового медицинского колледжа. У нас есть научный руководитель Лебедева Наталья Афанасьевна. И вот с ее помощью налажены очень крепкие связи с ведущими клиниками Российской Федерации. Это научный клинический центр отоларингологии города Москвы, Российская медицинская академия постдипломного образования, кафедра учебно-методического центра управделами президента. Да? И сотрудничество наше все-таки в основном идет в таком практическом плане. То есть ведущие специалисты страны приезжают и на нашей базе проводят мастер-классы, обучают сотрудников ваших, сотрудников, да? Кстати, да. оперируют тяжелых больных. Да? И мы часто выезжаем на обучение. То есть вы так повышаете квалификацию, обмениваетесь опытом, да? А вот какие высокотехнологические операции вы проводите? Так, наше отделение активно участвует в программе оказания высокотехнологической медицинской помощи. Мы работаем по 2 профилям. То есть первый – это реконструктивные операции на ухе, да? То есть восстановление анатомических структур уха и улучшение слуха в связи с этим. И второй – это операция микрохирургическая хирургия гортани при новообразовании гортани и при параличах гортани. То есть восстанавливаем дыхание, убирается опухоль, иногда даже голосообразующий момент. Вот так, да. Ну, естественно, наверняка для таких операций сложных и важных нужно и оборудование. Вот как вы оснащены? Ну, это вопрос, конечно, очень непростой. Да? Для выполнения таких операций требуется соответствующее оборудование. И если в свое время, у нас с 2007-го прошло перевооружение отделения на современный лад, то сейчас это оборудование требует уже обновления. Да. Планомерная работа идет, и мы не теряем энтузиазм. Хорошо. А по поводу освещения. Освещение как у вас? Оборудование освещения именно, да, у вас? Вы, наверное, очень... у вас, как скажем, я думаю, что на самом деле вооружены. Сейчас еще есть, как сказала специалист, да, что нужно обновляться. Я надеюсь, что вы сможете все подтянуть и
Я надеюсь, что наши телезрители не будут к вам приходить, что все будут здоровы. Да, всем Какой-то здоровья, совет счастья, коротенький в конце беседы, да, на что, если что, у вас, когда нужно подойти к вам? Ну, совет один, не болейте. Если заболели, обращайтесь к специалисту. Да? Ну, золотые слова. Да, золотые, очень Друзья, не понятные болейте, всему. следите за здоровьем, оставайтесь в хорошем настроении и не переключайтесь. Будьте с нами.